Доброе утро, Якутия. 12 марта, середина недели, среда на календаре. Всем тем, кто просыпается вместе с нами, желаем доброго, бодрого утра, отличного настроения. Пусть сегодня обязательно все ваши планы реализуются. Да, ну и, конечно, сегодня у нас середина недели, да, как мы уже сказали, но, тем не менее, нужно сегодня взбодриться. Кто-то выпьет чашечку кофе, кто-то покушает плотненько, но самое главное — это посмотреть наш эфир, и наша задача — сделать это утро таким же бодрым и насыщенным, как всегда. Но я думаю, что сегодня у нас, как всегда, с утра самое главное — это узнать, какая погода за окном. Ну, сразу так, по-моему, по ощущениям в Якутске немножко похолодало, но синоптики обещают, что циклоны к выходным принесут настоящее весеннее тепло. Вот похолодало, я думаю, что тебе понятнее, да, потому что Руслан у нас разъезжает на велике, кто не знает, а я, в свою очередь, на машине, поэтому даже не заметила. Ну, а я ощущаю это всем, да, то есть для меня это очень актуально. Но давайте сейчас узнаем, какая погода за окном. Итак, сегодня в центральных районах на 6 часов утра температура воздуха составила 38 градусов холода. Днем ожидается до 21. В Заречной группе утром 38, днем до 18 градусов мороза. В южных минус 30 утром, днем до 19. В Вилюйской группе утром 36, днем до 21 градуса. В Нижнеленских утром 34, днем 25. В Западных минус 30 утром, днем до 19 градусов мороза. В Колыма-Дигирской группе утром температура воздуха составила 46 градусов мороза. Днем ожидается до минус 27. В Янских утром минус 41, днем до минус 25. На северо-западе 38 градусов утром, днем до минус 25. Температура воздуха на 6 часов утра в городе Якутске составила минус 32 градуса, как и говорил Руслан. Атмосферное давление 761 миллиметр ртутного столба. Ветер юго-западный от 1 до 2 метров в секунду. Днем нам обещают солнечно, без осадков. Ветер юго-восточный от 1 до 2 метров в секунду. Температура воздуха составит минус 17-19 градусов. Но можно сказать, что уже полностью, да, наступила весна, особенно в выходные. Ну а за ней, соответственно, лето, долгожданный праздник СЭХ. Ну а сейчас на ваших экранах появится не просто обувь, а настоящий арт-объект. Летние полусапоги, воплотившие в себе эпический дух якутского эпоса Аланхо. По мотивам Аланхо Нюргун Ботур стремительный. Мастера перенесли кульминационный момент схватки героя с грозным богатырем Нижнего мира от Усутакы. А каждая пара – это кропотливый ручной труд, тысячи бисеринок и сверкающих страз, сплетенных в динамичный узор, где отвага сталкивается с тьмой, а древнее сказание оживает под лучами солнца. Слушай, красота, да? Ну, я думаю... Такой вариант летних унтов. Да. Ну, я думаю, только на СЭХ такое можно себе позволить, да, потому что по нашей грязи в таких даже, ну, не хочется ходить. Ну или в хорошую солнечную погоду, хотя в солнечную погоду будет жарковато, наверное. Ну, в общем, я думаю, что обладатель этих летних полусапогов, полусапожек, конечно же, найдет им применение обязательно. Но красочное северное сияние запечатлели в Кесовогорском муниципальном округе Тверской области в минувшие дни. На кадрах, снятых в режиме таймлапс, пурпурные, зеленые и голубые переливы звездного неба и проплывающие облака. По словам экспертов, в ночь с субботы на воскресенье были зафиксированы мощные магнитные бури, которые повысили вероятность появления полярных сияний над территорией страны. Напомним, что северное полярное сияние – это свечение верхних слоев атмосферы Земли, которое возникает в приполярных областях в периоды геомагнитной активности. Оно может наблюдаться от 10 минут и доходить до нескольких суток. Ну вот я, кстати, да, это очень красиво, и вот в таких областях даже, да, стало появляться северное сияние. Я раньше думала, что только в Якутии у нас такое возможно. И то там на севере, это да? чудо. И то на севере, да. Кстати, мне никогда не приходилось, не посчастливилось увидеть северное сияние. Но А в тебе? Якутске я видел, да, то есть иногда бывает так в соцсети листаешь и говорят, вай, северное сияние, выбегаешь, смотришь, действительно есть. Я Ну. всегда мимо. Все только на утро узнаю. То есть пока я спала,
происходит очень много всего. Да, ну, друзья, я думаю, что вы все хорошо выспались, но какие самые актуальные новости произошли к этому часу, давайте узнаем прямо сейчас. Которые наверняка проспали, как и я. Доброе утро, коллеги. Далее блок новостей. В Якутии трудоустроят не менее 3000 участников СВО. Прием граждан осуществляется на местах развернутых единых центров. Также в пунктах отбора подробно разъясняют о социальных льготах и гарантиях военнослужащих по контракту. При себе необходимо иметь документы, паспорт, СНИЛС, ИНН, документ об образовании, военный билет, свидетельство о заключении брака и рождении детей, если имеются. Энцефалит является опасным инфекционным заболеванием, при котором поражается центральная и периферическая нервные системы. Основным его переносчиком становятся клещи. Именно поэтому актуальной является вакцинация от энцефалита. В Нерюнгринском районе ситуация по клещевому энцефалиту относительно благоприятная. В прошлом году его было зафиксировано 57 случаев. Это стало возможным в том числе благодаря профилактической работе и вакцинации населения. Именно вовремя сделанная прививка может уберечь от тяжелых последствий укуса клеща во время проведения не только активного отдыха на природе, но и прогулки в городском парке. Почему необходимо вакцинироваться уже сейчас? Может быть, даже и раньше необходимо было озаботиться этим вопросом, потому что до начала эпидсезона, то есть до начала выхода клещей наружу и их нападения на людей, необходимо, чтобы сформировался иммунитет против клещевого энцефалита. И поэтому вакцинироваться необходимо уже сейчас, потому что прививка составляет собой основная вакцинация. Это двухкомпонентная вакцинация сейчас и через месяц, и ревакцинация через полгода, через год, для того, чтобы иммунитет был более-менее стойким и позволял защитить себя от клещевого вирусного энцефалита. Ну а вот число уколов красоты, сделанных россиянами в 2024 году, выросло на треть. Таков итог исследования компании «Право на здоровье». Речь идет о ботулинотерапии, контурной пластике и биоревитализации. За прошлый год количество проведенных процедур увеличилось на 34% до почти 9 миллионов. Для сравнения, годом ранее рост составил всего лишь 10%. Выросли в нашей стране и продажи аналогов Оземпика. За прошлый год на рынке было реализовано дженериков на почти 9 миллиардов рублей. Это на треть больше, чем годом ранее. Эксперты говорят, что в 2023 году рынок препаратов на основе семаглутида, которые сейчас используют для похудения, был в 3 раза меньше. Все потому, что у фармацевтических компаний не было лицензии на производство. Аналитики полагают, что спрос на такие препараты продолжит расти, поскольку проблема ожирения актуальна и в России. Сейчас средняя цена аналогов Оземпика около 5500 рублей. Более 50 лет работы в одной книге в Якутске провели презентацию переиздания словаря русских старожильческих говоров на территории Якутии за авторством Марии Дружининой. Для создания такого словаря, начиная с 1958 года, проводились регулярные диалектические экспедиции в разные районы республики и частично в Иркутскую область. Всего в книге собрали более 10 тысяч старинных слов. В переиздание вошли все 4 ранее выпущенных тома, всего же было напечатано 300 экземпляров словаря. В дальнейшем они будут направлены в библиотеки по всей республике для свободного изучения. Этот словарь – уникальное издание. Этот словарь будет широкий научный оборот. Наше достояние, уникальный говор, с одной стороны. С другой стороны, этот словарь сохраняет языковую картину мира. Языковую картину мира, получается, 300-летней давности нашего старожильческого русского населения. То есть этот словарь, он еще свое слово в науке скажет. У него все впереди. Мы желаем ему отличной научной жизни. Катя, как ты думаешь, какими качествами должен обладать классный руководитель? Ну, мне кажется, он, во-первых, должен уметь находить подход к своим детям, знать, чем интересуются вообще современные школьники. К чему ты спрашиваешь?
Ну, 11 марта стартовал третий республиканский конкурс профессионального мастерства «Классный руководитель 2025». Участие в нем принимают педагоги со всех уголков нашей республики. Подробнее расскажет наш гость, заместитель председателя Общественной палаты в Республике Саха-Якутия Валерий Лютый. Валерий Алексеевич, доброе утро. Доброе утро. Да, Ну, доброе утро. расскажите нам немного о конкурсах, его этапах. И мы так понимаем, принимают участие там классные руководители со всей нашей республики. Да. Но прежде всего я здесь как преподаватель Института развития образования и повышения квалификации имени Донского 2, где и проходит этот конкурс. Конкурс этот проходит уже с 1996 года. Ежегодно. Раз в 2 года он проходит. И там принимают участие победители муниципальных конкурсов, уже победители приезжают со всей республики. Вот сегодня у нас приехало 20 конкурсантов. И каждый конкурсант представляет какой-то у нас улус. И с 22 года этот конкурс посвящается Маргарите Константиновне Петровой. Это очень большой буквы человек, преподаватель. Это заслуженный работник Республики Саха по заслуженный работник образования Российской Федерации. И вот этому хорошему человеку, который отдал свою жизнь, посвятил образованию, воспитательному процессу, и посвящен этот конкурс. Но цель конкурса, конечно, проводится с целью выявления лучших практик и тиражирования их для других классных руководителей. Мы еще называем этот конкурс классный. Вот. Это самые классные из самых Классные из классных. самых классных, соответственно, там конкуренция больше получается. Из самых лучших, да. Хотя я думаю, что мы все понимаем, что любому классному руководителю сейчас важно развитие, важно новые практики, важно делиться опытом и так далее. А какие испытания ждут участников конкурса? Вы знаете, эти испытания, творческая презентация, прежде всего, это первый конкурс испытания, да, это цель актуализации, реализация творческих потенциалов классных руководителей. Ну и второй конкурс, это конкурс испытания знания, разговор о важном. Есть такое в школе, такой урок, тоже оценивается умение руководителя, классного руководителя. Конкурс испытания мастер-класс, посвященный 80-летию Победы. Это для нас сейчас важно. И мы отдельно, наверное, хочу сказать, что это сейчас, дата для нас очень важная. И в воспитательном процессе она, конечно, сейчас идет такой большой жирной линией, чтобы ребята знали нашу историю. И, конечно же, конкурсное испытание «Вопрос к классному руководителю». Это разные конкурсы, они состоят из 4 этапов, но все они говорят о том, чтобы посмотреть уровень классного руководителя, выявить, я сказал уже раньше, что новые методы, которые применяются, а действительно это классный руководитель постоянно должен развиваться. Есть у нас Россия огромная, есть интересные практики. И изучение их и применение их мы и увидим на этом конкурсе. И конкурс, я считаю, что не только нашим институтом проводится, ведь это участие Министерства образования исходит. И сейчас воспитание у нас, это самая актуальная наша задача. Валерий Алексеевич, классный руководитель сегодня, да, кто он такой, какими качествами, да, в первую очередь он должен обладать, и меняются ли эти, скажем так, качества со временем? Я не думаю, что со временем что-то хорошее должно меняться. Я банально скажу, наверное, это прежде всего призвание человека. В этой профессии, если человек нету его призвания быть учителем, а если человек не любит детей, он долго не задерживается. Поэтому классный руководитель – это особенная категория людей, которые любят и понимают детей. И, конечно же, это классный руководитель, прежде всего, и организатор, и психолог, и воспитатель. И где-то даже он подменяет где-то на каком-то уровне родителей. И друг. И друг, правильно, и друг. И наверное, он организатор еще коммуникационный между школой и родителями.
Это тоже очень важно. Различные мероприятия. Никто не освобождал, конечно, классный руководитель от общеобразовательных задач. Но в целом, это, еще бы я сказал, это человек, который, кроме воспитывает, и на личном примере тоже. Да, я соглашусь. А, Очень хорошо сказано. Вот если еще уточнить, да, вот какими, можно сказать, какая роль, допустим, классного руководителя на данный момент, да, вот в воспитании будущего поколения? Ну, роль тут переоценить, недооценить нельзя. Она всегда была и есть. Еще раз говорю, это первое воспитательное участие, это родители, безусловно, родители. И потом у нас наступает школьная пора, где ребенок очень много проводит времени. И вот классный руководитель, обладаемый теми качествами, которые мы ранее сказали, упомянули, он, конечно же, влияет на формирование личности. Вот мы говорим то, что закладывается в зерно, на которое вырастает и патриотизм, любовь к родине, к своему народу. И вот на базе этого все, если классный руководитель использует такие инструменты, как культура, искусство, традиции народа, великолепные традиции народа, Саха. У нас многонациональная страна. И вот это все дает возможность нам привить вот эти чувства, которые мы называем, это именно чувство, любовь к родине и к своей стране, к своей истории. И у нас история тысячелетняя. Нету ни у одной страны такой истории. Тысячелетняя, она не просто тысячелетняя, она героическая история. Вот если ребенок ее знает, понимает, свои традиции народа, уважение к старшим и так далее, это все вот вместе. Понимаете, нельзя отдельно отделять учителя, в том числе и классного руководителя, от всего пространства воспитательного процесса. Поэтому сейчас очень важно, что сейчас от республики, Минобразования и все министерства, ведомства работают вот в комплексе. Вот вы упомянули общественную палату, да, общественную палату. Но если еще, я еще вот состою в Народном фронте, да, такая есть организация, Народный фронт, сопредседатель Народного фронта. Это одна из общественных организаций, которая тоже каким-то образом принимает участие в воспитательном процессе. У них есть молодежка, у нас, вернее, есть молодежка. Это ребята, которые помогают бойцам на передовой. Да? Это тоже воспитательный процесс. И вот в целом мы должны координировать. И то, что важно сейчас отметить, что Алексей Сергеевич очень важное решение принял. Также Республика первая приняла такое решение, чтобы это год будет годом защитника Родины. Президент Российской Федерации Владимир Путин защитником объявил годом защитника Отечества. Это очень важно. И то, что сейчас у нас даже и Министерство молодежи, вот центр у нас создается патриотического воспитания «Патриот», он тоже будет возглавляться героем Российской Федерации. И, знаете, у нас Министерство молодежи также возглавляет герой Российской Федерации. Валерий Алексеевич, благодарим вас за участие в нашем эфире. Спасибо за ваш огромный труд, за ваш вклад в подрастающее поколение в том числе, да, в молодое поколение. Ну и, конечно, желаем всем участникам классного руководителя 2025 года. И ждем самого классного из классных в нашем эфире. Спасибо вам. Ну, учителя не только вкладывают в нас знания, но и большой вклад в наше воспитание. Учитель — это наставник, учит уважению, любви к ближнему, вечным ценностям, вкладывает нравственные понятия. Как, к примеру, это делает в Войской средней общеобразовательной школе Хангаласского улуса. Ее учащийся Рустам Попов расскажет нам об истории улицы имени братьев Реевых. Улица, на которой я живу, находится в селе Ой, в 7 километрах от города Покровска, административного центра Хангаласского района. Это одна из 22 улиц моего села, протяженность которой около 2,5 километров. В ней 123 дома. В 1995 году в одном из собраний администрации Немигюнского наслега в преддверии встречи 50-летия победы в Великой Отечественной войне по инициативе заместителя главы Руслана Афанасьевича Борисова ставится вопрос о переименовании улицы Юбилейная в улицу имени братьев Реевых. Многодетная семья из 6 мальчиков и 1 девочки жила дружно. Но вмешалась Великая Отечественная война. Братья начали уходить на фронт один за другим, дабы защитить свою родину. Все 5 братьев Реевых, выполнив свой долг перед Родиной, благополучно вернулись домой. Иннокентий Романович Реев, Василий Романович Реев,
Федот Романович Реев, Николай Романович Реев, Роман Романович Реев. Великая Отечественная война. Ее огненный шквал поглотил 126 прекрасных молодых жизней, выходцев из нашего села, оставив на полях сражений чьих-то любимых сыновей, отцов и братьев. Из немигунского наслега на фронт было призвано 246 человек. Тем удивительная история братьев Реевых, возвратившихся домой живыми из самого пекла войны. Мне очень нравится моя улица, и история ее происхождения тоже. Очень хочется верить, что благодаря моей улице будут увековечиваться имена наших героев. Вечная память сражавшимся и павшим в боях за Родину. Рустам Попов, Сардана Слепцова, село Ой, Хангаласский район. Вот как раз-таки пример патриотического воспитания, о котором мы говорили с нашим предыдущим гостем. Но важно не только знать историю улиц своего родного села или города, всем нам надо знать историю своего народа, культуру и, конечно, родной язык. Якутский – один из древнейших тюркских языков, в нем уникальная красота и своеобразие. Давайте изучать его вместе с нами. Добрый день! Үтө күнінен. Сегодня мы узнаем, как по-якутски называются разные виды одежды. Одежда на якутском языке будет тангас. Повторяем, ребята. Тамас. Тангас. Тамас. Ребята, у нас тут лежат карточки с названиями одежды на якутском языке. Я попрошу вас подать мне какую-то одежду, хорошо? А потом мы узнаем, как они звучат. Так, Данил, подай, пожалуйста, мне пальто. Угу. Пальто на якутском языке будет сон. 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 Не сон, а сон. Сон. Правильно. У вас получается. Так. Аня, подай, пожалуйста, мне варежки. Угу. Варежки на якутском языке называются ütülük. Ütülük. Еще раз. Ütülük. Данил, подай, пожалуйста, мне шапку. Шапка на якутском языке звучит как бергехе. Повторяем за мной. Бергехе. Еще раз. Бергехе. Молодцы. Так, Данил, пожалуйста, подай мне мои унты. Угу. Так, вот они. Унты на якутском языке звучат как этербес и унты. Повторяем то, что на картинке. Этербес. Еще раз. Этербес. 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 Молодцы. Угу. Что мы еще надеваем помимо верхней одежды? Штаны. Правильно. Подай, пожалуйста, штаны. Угу. Штаны на якутском языке это ыстан. Слово заимствовано из русского языка. Повторяем. Ыстан. Устан. И в зависимости от погоды мы надеваем что? Сапоги. Сапоги. Угу. Сапоги на якутском языке будет сапык. Повторяем. Сапоги. Еще раз. Сапык. 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 Слово тоже заимствовано из русского языка. Угу. Так, и что-то у нас еще осталось в нашей голове. Что мы еще надеваем? Помимо вот этой одежды, что мы еще надеваем? Что мы завязываем, чтобы не заболело горло? Шарфик. Но в карточках у нас нет, поэтому мы просто запомним, да? Шарфик будет звучать как
Сарпык. 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 Слово тоже заимствовано из русского языка. Так, как видите, ничего сложного. Изучайте якутский язык, оставайтесь с нами. Көрсө хадери. До новых встреч! Сегодня 12 марта. На календаре в этот день создан первый в России учебник по геометрии. Было это аж в 1708 году. Также сегодня Всемирный день ананаса. В марте в 1970 году на Гавайях был открыт потрясающе вкусный и стойкий сорт этого фрукта. Ну а с другими датами давайте ознакомимся прямо сейчас. На календаре 12 марта. Сегодня День работника уголовно-исполнительной системы России. По народному календарю Василий Капельник. В этот день принято приносить в дом сосновую ветку. Она очищает воздух и дает здоровье всей семье. В день Василия Капельника начинал таять снег на крышах. По этому поводу говорили: «Придет Василий, и зима заплачет». Этот день в истории. В 1365 году, 12 марта, основан Венский университет. В 1832 году в балете впервые использовано платье под названием «пачка». В 1918 году в Москве возвращен статус столицы России. В 1940 году подписан договор о завершении Советско-финской войны. А в 1968 году в этот день Маврикий получил независимость от Англии. В этот день родились Василий Баженов, русский художник, архитектор, теоретик архитектуры и педагог. Владимир Вернадский, русский естествоиспытатель, мыслитель, общественный деятель. Вацлав Нижинский, русский танцовщик, хореограф. Борис Дуров, советский режиссер и сценарист, заслуженный деятель искусств России. Зураб Саткилава, грузинский российский оперный певец-тенор, педагог, народный артист Советского Союза. Григорий Горин, советский российский драматург, прозаик, писатель-сатирик. Лайза Минелли, американская певица, актриса, лауреат премии «Оскар». Ирина Понаровская, советская российская эстрадная певица, актриса, заслуженная артистка России. Именины сегодня отмечают Арсений, Василий, Кира, Марина, Николай и Сергей. Если говорить о знаменательных датах, то я знаю еще одну такую дату. Это юбилей известного и любимого многими журнала «Журфикс». Изданию исполняется 20 лет, и о секретах его успеха и долголетия расскажет нам наша гостья, основательница и главный редактор журнала, очаровательная Яна Угарова. Доброе утро. Доброе утро. С наступающим юбилеем. Он уже наступил или близится? Спасибо. Вообще, пилотный номер появился в начале марта, но весь тираж пришел из Москвы ровно 20 лет назад, буквально в эти дни. И этот, кстати, первый номер, прошу заметить, сегодня вот Яна принесла нам показать, да? Да, и здесь есть Руслан в этом журнале, да. Совпадение такое. Вот, показываю. Там я показываю гимнастику для лица, по-моему. Я помню даже это, как сейчас, я дома фотографировал себя. Здорово. Ну, это уже такая история. Да. А что приготовил юбилейный выпуск для читателей? Вообще я начну с того, что в связи с юбилеем журнала у нас будет 2 мероприятия предстоит. Один из них вот буквально 15 марта состоится благотворительный форум для людей с заиканием. И еще можно на него зарегистрироваться. Я знаю, что уже на сегодняшний день больше 100 человек собирается на него прийти. Это люди с заиканием, родители детей с заиканием и специалисты. Это пройдет в главном корпусе университета. И, в принципе, на сайте жур.ЕКТ.ру можно заполнить форму и попасть на этот форум. Участие абсолютно бесплатное. Там будут успешные истории людей с заиканием. Их очень много, оказывается, да. Но это не помешало людям достичь больших успехов. Будут специалисты, которые расскажут, как справиться с этим, как выступать, несмотря на заикание, да, и как избежать каких-то психологических проблем.
Вот, поэтому я, пользуясь случаем, приглашаю людей. Вообще возраст участия от 12 лет, поэтому, в принципе, могут даже участвовать подростки, люди старшие, родители и специалисты. Вот. И 24 марта в Сахатеатре будет праздничный вечер, посвященный 20-летию журнала «Журфикс». Ну, как полагается, с нашими друзьями, с героями, с артистами, с партнерами. И помимо вот такого традиционного действия на сцене будут активности, консультации там разных хороших специалистов, выставки, фотозоны. Я очень всех призываю прийти в Сахатеатр. Да, и, кстати, мы хотели бы обратиться к нашим телезрителям. Уже традиционно, да, перед такими большими мероприятиями, вот мы скоро с помощью телеграм-канала определим, кому достанется в подарок, да, пригласитель на это прекрасное мероприятие. На этот вечер, да. Да. Поэтому следите за нашими эфирами, за нашим телеграм-каналом. В ближайшее время обязательно кто-то из вас станет счастливчиком и пойдет на юбилейный вечер журнала «Журфикс». Да, такой вечер бывает раз в 20 лет, поэтому я призываю покупать билеты, они продаются уже в продаже. Вот. И вечер, я думаю, будет таким же, как журнал, ярким, красочным и очень душевным. Вот яркий, красочный, очень душевный, и он остается таким 20 лет. Вот как вам удается держать внимание, любовь своих читателей, да, несмотря на то, что сейчас в основном вот издания уходят в сетевой формат. Журфикс все равно остается, он всегда на глазах, всегда действительно яркий. Спасибо большое, Катя, за такие теплые слова. Ну, без ложной скромности скажу, что действительно журнал на плаву, и вообще он как бы рекордсмен среди такого рода изданий, потому что многие начинали выходить, но канули в лету. И даже у нас была такая мысль, когда после известных событий невероятно выросли цены на бумагу. Вернее, она просто перестала быть в нашей стране. Вот, потому что для производства такого издания нужна особенная бумага. Вот, и когда поднялись цены на печать, была такая идея, что пора уже его закрыть, потому что слишком дорого обходится. Вот. Но взмолились читатели, поклонники журнала, сказали, ну хотя бы немножко оставьте. Да? И я думаю, что читатели, особенно преданные читатели, заметили, что журнал стал выходить реже. То есть если раньше мы выходили 6 раз в год, то теперь он выходит 2 раза. Но мы все равно стараемся вот этого графика придерживаться. И я хочу сказать, что вот на днях увидит свет, так скажем, внеочередной юбилейный номер журнала, и те, кто придут к нам 24 марта в Сахатеатр, каждый гость получит подарок. Да, подарок, юбилейный номер журнала, и он такой необычный, скажем, да, мы собрали в нем очень интересных героев, которыми, я считаю, должна гордиться республика. Ну вот надо отметить, что, допустим, глянцевый журнал — это не только просто прочитать в перерыве, это для многих это некий такой ритуал. Вот как вы думаете, остается ли вот этот вот такой особый ритуал глянцевого журнала? И будет ли он еще вот на протяжении долгого времени? А вообще, да, такая интересная вещь. Я слышу от многих, что людям не только, вот, скажем, интересно почитать, они любят его на ощупь. Тактильность. Да, они его на запах любят, да. Очень Запах, многие да. говорят, мы хотим полистать, потому что запах, потому что вот хочется ощутить, да. Хочу напомнить, что было такое время, когда все стали вдруг читать электронные книги, помните, да? Вот. Но я думаю, что время прошло, и мы вернулись к бумажным книгам, потому что это совсем другие ощущения, это совершенно другие восприятия. И поэтому журнал, он кроме того, что его можно почитать, то есть он может быть содержательный, он красивый, картинки в нем не такие, как в телефоне, там, в соцсетях, да, вот. И поэтому я думаю, что ритуалу быть
Тем более, что, знаете, вот я понимаю, что у нас время искусственного интеллекта, и чем дальше, тем он просто семимильными шагами двигается, и тем как-то приятнее, что есть вещи, которые мы можем ощутить органами чувств. Ну, это уже как бы все более ценным становится. Да, потому что точно. телефон ничего не передает. Ты просто держишь его. Ну, очень интересно узнать, Максимум да? только нагревается рука. Ну да, я согласна, мы соскучились вот по тактильности, по запахам, действительно, как сказала Яна. Вот интересно, с каким сегодня настроением вы встречаете этот юбилей, какие планы? Думаю, что они грандиозные впереди у журнала. Мгм. Вы знаете, будем посмотреть, да, вот когда он только начал выходить, говорили, что второго номера не будет. Я не знаю, почему. Был тогда очень популярный форум, «Кому за» он назывался, да, и там мы просто были рекордсменами по количеству обсуждений, и там все говорили: ой, а спорим, что он не выйдет. Вот. Прошло 20 лет, и он выходит. Я не могу сказать, что будет послезавтра. Завтра я знаю, что будет, послезавтра не знаю. Мы на всякий случай, да, вот у нас есть сайт Журик.ру, там выходят какие-то материалы, то есть мы держим параллельно эту линию тоже, да. Но журнал выходит, и это здорово. Яна, мы вас еще раз поздравляем с таким знаменательным событием, не только для вас, но и для всех якутян, которые сегодня читают журналы. Во всем мире причем. Да. Во всем мире причем, да. Поздравляем еще раз. Спасибо, и приходите 24 марта в Саха-театр. Обязательно. Но мы считаем хорошей привычкой начинать свой день с чтения книг и журналов, а рутинный выбор телефона или планшета никогда не будет так полезен. Легкий завтрак с книгой в руках – это один из лучших способов начать свой день. Пойдет это на пользу нашему душевному благополучию. Ну а что влияет благоприятно на физическое состояние? Конечно же, утренняя зарядка. Всем доброе утро! Сегодня мы с вами сделаем беспрыжковое кардио, то есть эта нагрузка будет для вас самая максимально легкая, но при этом мы будем поднимать наш пульс. Первое упражнение – это у нас полуприсед, захлестом голени назад и с подъемом ручек. 20 секунд работаем. Поехали. Корпус наклоняем вперед, пресс у нас должен быть сильным. Делаем широкие махи ручками, присели и ножку подняли. Хорошо, следующее упражнение – это у нас шаг назад, выпад небольшой и махи ручками вперед. Поехали. Корпус наклонили вперед, сделали шаг назад, колено у нас вперед не выходит, корпус сохраняется ровненько, пресс сильный держим. Хорошо, и следующее упражнение – это у нас конька-бежец. Отпрыгнули в сторону, завели ножку крест-накрест и ручками двигаем. Как бы стараемся коснуться пола, но корпусом мы сильно не работаем, спину мы не подкручаем сильно, пресс держим напряженным. Молодцы, дышим. И следующее упражнение у нас приставные шаги. Делаем 2 приставных шага, ножку завели в сторону. Также помогаем себе ручками. 2 шага и в сторону. Каждый раз дышим. Корпус у нас наклонен. Мышцы пресса мы не расслабляем. Ручки поднимаем, машем ручками широко. Хорошо. И следующее упражнение – это у нас приставной шаг с разворотом корпуса в сторону и удары. Делаем приставные шаги. Разворачиваем корпусом. Корпус держим также в наклоне. Помогаем себе ручками. Выдох, 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 выдох. Последний раз. Молодцы. Желаю вам активного дня. Активного дня всем. Многие верят, что когда на теле много родинок, то обладателя можно назвать счастливым человеком. Но уже множество тысячелетий считается, что такого человека поцеловал Бог и наградил его невероятным везением. Но счастье доступно лишь при полной безопасности и уверенности в доброкачественности родинок. Доброе утро! Проблема родинок занимает человечество вот уже который год. Люди пытаются найти ответы на следующие вопросы. Почему появляются родинки? Опасны ли они? Необходимо ли их удалять? Что они означают?
Как правило, родинки появляются еще в детстве, а у многих женщин еще в период беременности. Изначально родинки не несут в себе никакого вреда, это доброкачественное образование. Но со временем не исключено, что эти образования переродятся в опасную разновидность рака, которая получила название меланома. Самое опасное для тех, у кого много родинок, это солнце и любое другое ультрафиолетовое излучение, под воздействием которого могут развиваться раковые клетки. Соответственно, чтобы избежать проблем со здоровьем, на солнце родинки следует прикрывать одеждой. Также стоит как можно меньше механически травмировать родинки, например, во время бритья и так далее. Если вы вдруг заметили, что ваша родинка или родинки увеличились в размере, уплотнились, на них появились трещины, родинки стали зудеть или покалывать, вокруг них образовалось белое или темное пятно, то срочно обращайтесь к врачу. Удаляют родинки следующими основными способами. Это лазером, жидким азотром, электрокоагулятором с помощью хирургической операции. Выбор конкретного метода зависит от ситуации, но предпочтение чаще всего отдают именно методу лазерного удаления. Будьте здоровы! Мы продолжаем рассказывать о самых заметных событиях в республике, стране и мире. В Госдуме предложили сделать регистрацию по месту жительства и месту пребывания в России добровольной. Там считают, что действующая система устарела. Многие арендодатели не хотят оформлять регистрацию для своих квартирантов, из-за чего люди рискуют получить штрафы. Депутаты говорят, что госсистема уже готова к добровольной регистрации. Люди смогут сами уведомлять власти о своем месте жительства. Сейчас же, напомню, прописка для россиян обязательна. Регистрация по месту пребывания требуется, если человек уезжает из своего региона более чем на 90 дней. Финальный этап конкурса «Будущий дипломант-2025» стартовал в Якутске. По традиции участие в нем принимают учащиеся с 5 по 11 классы с разных общеобразовательных организаций республики. В прошлом году, на минутку, в финал удалось выйти лишь 56 конкурсантам, а в этом еще меньше 55. Как обычно, впереди у ребят 2 конкурсных дня, собеседования, в том числе на английском языке, защита эссе и дебаты. Для лучших финалистов, как отмечают организаторы, будут открыты все двери в самые лучшие вузы страны. Итоги будут подведены 12 марта. Наша школа выпустила 5 абсолютных победителей этого конкурса. Вот. Я уже не говорю про победителей городских этапов. И так или иначе их судьбы сложились на ниве дипломатии. Вот, они успешно закончили, работают уже в сферах, связанных с международной дипломатией. Весна в Якутске – отличное время для активного отдыха на свежем воздухе. Например, Талое озеро, излюбленное место отдыха горожан, предлагает разнообразные развлечения для всех возрастов. Любители коньков могут насладиться катанием на просторном катке под открытым небом, а для тех, кто ищет острых ощущений, работает картинг. Веселые горки порадуют как детей, так и взрослых. Стоит отметить, что картинг радует посетителей уже 7-й сезон подряд. Дети от 6 лет могут кататься как самостоятельно, так и в тандеме со взрослыми, что делает этот вид отдыха еще более доступным для всей семьи. Картинг работает ежедневно и, судя по популярности, продолжит радовать посетителей до апреля. И сиденья такие, как бы предусмотрены, чтобы человек сидел очень-очень плотно. И дети, и взрослые, как бы там соблюдено так, что очень достойно держит и влево, и вправо при поворотах. Вот. Ну и у нас сугробы, снег, то есть не перевернуться на них невозможно никак. Существуют специальные вот отбойники. Ну и вот. Со скольки до скольки работаете? С 12 до 6 работаем. Сейчас потеплеет, возможно, будем до 7 работать. Ну а в Институте развития интернета захотели создать российский аналог Steam. А по словам авторам идеи, платформа будет фильтровать контент, ограничивать время в играх, а также защищать пользователей от деструктивной информации в видеоиграх. По замыслу института, отечественная версия Steam будет доступна всем странам БРИКС.
Там считают, что текущая система распространения игрового контента несправедлива для Альянса. Страны-участницы сами смогут контролировать содержание видеоигр. Это, по мнению экспертов, поможет укрепить влияние государств на игровую индустрию. Хорошего дня и оставайтесь на нашем телеканале. Но сегодняшняя рубрика «История в кадрах» перенесет нас в удивительный мир танца. Особенный якутский классический балет всегда завораживал зрителей, представляя перед ними творчество якутских артистов, в котором вплетены и классика, и современность. Здравствуйте, меня зовут Егор Пеньков. Я ведущий методист Национального центра аудиовизуального наследия народов Республики Саха-Якутия. Балет – это неподвластный времени изящный вид искусства, сочетающий атлетизм, грацию и артистизм, который на протяжении веков покорял сердца зрителей по всему миру. В фондах Национального центра аудиовизуального наследия хранится уникальный кинодокумент 1967 года «Искусство земли Аланхо». На кадрах этого фильма мы видим народную артистку Якутской АССР, заслуженную артистку РСФСР, первую легендарную прима-балерину якутского балета, выпускницу Ленинградского хореографического училища имени Вагановой Евдокию Степанову, исполняющей партию Нюргуяны в балете «Чурумчуку». В Золотом фонде аудиовизуального центра также хранится кинодокумент 1966 года, где запечатлены кадры Евдокии Степановой с репетиционного зала и совместное чтение с сыном. Евдокия Александровна всю жизнь посвятила искусству балета. В ее образах отмечали неповторимый, ярчайший артистический талант. Сегодня прекрасный образ Евдокии Степановой остался в истории, и вместе с ней с каждым разом все отчетливее становится видна ее роль в развитии якутского балета. А на этих кадрах в Восточно-Сибирской студии кинохроники 1978 года мы видим еще одну яркую, талантливую звезду якутского балета – Алексея Попова. В 1972 году, после окончания ГИТИСа, вернулся в родную Якутию Алексей Андреевич Попов. Заслуженный артист республики, дипломант Всесоюзного конкурса балетмейстеров, лауреат республиканской премии имени Аюнского, работал главным балетмейстером Якутского музыкального театра. А здесь мы видим репетицию балета «Сотворение мира». Десятка ведущих театров страны в те годы поставили балет на музыку Андрея Петрова, в их числе и Якутский музыкальный театр. Постановщик и исполнитель главной роли Бога Алексей Попов, где прослеживается синтез классической и современной хореографии, которые гармонично соединяются в единое целое. Это была рубрика «История в кадрах» и бесценное наследие якутского балета. Я начну. А 21 марта Государственный театр оперы и балета имени Соруна Малона приглашает всех жителей Якутии и гостей на оперу Петра Ильича Чайковского «Евгений Онегин». Опера, основанная на одноименном романе гениального поэта Александра Сергеевича Пушкина, окунет вас в XIX век, где развернутся трагические события любви провинциальной девушки Татьяны и столичного дворянина Евгения Онегина. И сегодня у нас в студии еще одна гостья. Это ведущая солистка Государственного театра оперы и балета, лауреат международных и всероссийских конкурсов Екатерина Захарова. Екатерина, доброе утро. Доброе утро. Какая вы красивая. Спасибо. Екатерина, Евгений Онегин – это первая ваша опера? Да, это является моей первой оперой, когда я в 2013 году пришла работать в Театр оперы и балета после окончания Новосибирской консерватории. Это был сентябрь, да, и в октябре мне сразу дали задание выучить сразу же роль Татьяны Лариной и выйти в начале октября в оперу Евгения Онегина. Это было очень волнительно. А со мной вместе на сцене были наши
легендарные. С детства за ними наблюдала, это были мои кумиры, да, это Онегина тогда пел Юрий Баишев, а няня была моя землячка Нина Николаевна Чигирева. Замечательная няня была, прям настоящая. А как вы в роль вживались? Насколько вот близка вам вообще Татьяна по духу, по настроению? По духу Важно она ли мне это? очень близка, потому что я рыбы, да, а рыбы это у нас знак настроения, у нас жизнь, весь театр, да? Поэтому вживаться в роль такой романтичной, мечтательной Татьяны мне было очень, скажем, ну, с одной стороны легко, с другой стороны волнительно, потому что иногда казалось, что играешь саму себя. Даже так. А вот изначально, вот если, как вы пришли к своей профессии? Вообще, я сколько себя помню, да, а это где-то там с 3-5 лет, я всегда хотела быть оперной певицей. Ого. Именно оперной певицей. Когда вот были дни траура, да, по телевизору всегда шли классические концерты, потом показывали какие-то детские конкурсы классической музыки тоже. По радио тоже часто очень шли оперы, там, по воскресеньям я слушала храмовые службы, сидела под радио, и меня все это очень завораживало, все очень интересовало, поэтому с детства у меня такая тяга, была? Тяга и цель в жизни была стать оперной певицей. Как здорово. Ну, Катерина, ну как вы считаете вообще современные интерпретации, да, Александра Пушкина, вот в частности, раз уж мы говорим о его, да, произведении, насколько они важны, нужны современному зрителю, по-вашему? Ну, именно осовременивать, да, я, как бы, как можно сказать, не ярый противник этого, но люблю, когда все происходит в эпохе. Это, во-первых, если это все сделано грамотно, исторически верно, это познавательно, да, это в основном обычно на Евгения Онегина приходят школьники, да? Это как бы школьная программа, поэтому они очень часто ходят. И сейчас вообще, в принципе, на оперы стало очень много молодежи ходить, очень много школьников, и это очень радует нас, что у нас зритель, возраст зрителя расширяется. И когда это происходит в эпохе, это очень красиво, это познавательно. Конечно, это очень затратно, да, поэтому иногда бывает так, что, ну, есть пути решения осовременить и как бы меньше денег потратить. То есть, когда, допустим, режиссер думает, иногда, креативный, да, иногда бывает так, минимум декораций, да, как бы все осовременили и, соответственно, потратили меньше денег. Но это, конечно, именно если говорить об опере, когда музыка и исполнение вокальное на должном уровне, я думаю, для зрителя не так важно, в какой это эпохе, современная эта постановка или это классическая постановка. Я думаю, он в хорошем исполнении за всеми, он не увидит то, что происходит на сцене, имея в виду декорации, его не отвлекают, да? Он в само действие входит. Да. Ну, кстати, да. А вот мы говорим об этой эпохе 19 века, да, а вот вам какая близка по духу, по настроению? Наверняка приходилось встречаться в разных каких-то постановках. Конечно же, мне очень близка и мне нравится эпоха именно 18-19, потому что это шикарные платья. Ты можешь себя представить какой-нибудь голубой героиней, очень нежной, да, можно себя там царицей, принцессой какой-то представить. То есть это погружение в эпоху, такое тоже отдельное искусство. И душевно ты, когда вживаешься в роль, ты сама... Невозможно сделать так, что ты вот на репетиции была такая, да, на спектакле ты одна, вышла, и ты уже перешла в свой мир. Такого... Так сделать очень трудно, потому что когда ты именно в роли, ты
24/7 стараешься быть в ней. И это очень приятно, когда ты вот именно в 19 веке ходишь, себя ощущаешь кем-то другим. Да? Выходишь из театра, такси ждешь и говоришь, карету мне. Ну, примерно так, Примерно да? так. Здорово. А как вы думаете, что вдохновляет артистов на новые профессиональные свершения? Ну, вообще вкратце. Конечно, это наш зритель, да, реакция нашего зрителя, их отзывы. Вот, после спектаклей обычно всегда есть отзывы в соцсетях, и они пишут, вот мы очистились, у нас на душе стало легче, мы как-то душу облегчили, немножко поплакали, немножко посмеялись. Это дорогого стоит. Для этого мы работаем. Спасибо вам большое за... Для зрителя, да, действительно. Ну, в принципе, как и мы, Руслан, да, для зрителя. Я благодарю вас, Екатерина, за участие в нашем эфире. 21 марта приглашаем всех в Театр оперы и балета на премьеру оперы Евгений Онегин. Спасибо всем, кто просыпался и встречал это утро вместе с нами. Мы увидимся с вами завтра в это же время, в 7 часов утра на телеканале Якутия-24 и НВК Саха. Да, и желаем вам отличного рабочего дня, хорошего настроения и успехов. Спасибо. Спасибо.